Добрый вечер. В прямом эфире информационного портала «Гагауз Медиа», программа Freedom Live. Также вы нас слушаете на волнах «Просто радио». 23 года назад парламент Республики Молдова принял закон об особом правовом статусе Гагаузии. На основании этого закона была образована гагаузская автономия. О том, к чему мы пришли через 23 года и как решался гагаузский вопрос в парламенте, сегодня поговорим с нашими гостями в студии. Валерий Федорович Яниогла, первый заместитель председателя исполкома Гагаузии в 2011-2015 годах и первый председатель первого созыва Народного собрания Гагаузии Петр Михайлович Пашилов. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть у нас в студии. Ну, сегодня у нас не такой большой формат гостей, но и очень, на мой взгляд, важная тема, особенно в контексте тех событий, которые происходят в последнее время вокруг гагаузской автономии. Это и те законодательные инициативы, которые обсуждались в парламенте, не были подписаны президентом, были возвращены. И у меня будет, конечно, первый вопрос к вам, Петр Михайлович, потому что вы возглавляли законодательный орган гагаузской автономии первого созыва, и именно этот законодательный орган, по сути, стал и имплементировать закон об особом правовом статусе Гагаузии в жизнь. Как это происходило в 1994-1995 году? Хороший вопрос. Я вам вот что хочу сказать. Значит, по истечении 23 лет со дня принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии, сегодня уже мы понимаем, что автономия – это существо такое органичное. Это не механическое соединение каких-то его частей или отдельных личностей. Мы обрели Родину, мы имеем свою землю, мы имеем свою конституцию, мы имеем органы власти, и основу всему этому является наш народ. И говорить о том, что есть ли в душе праздник по истечении 23 лет, конечно, есть. Есть в том плане, что где бы ни жил любой гагауз, любой житель, родившийся на этой земле, неважно какой национальности, в Америке, в Европе, в Азии или где-то на другом континенте, он знает, что есть Гагаузия, есть его родина, малая родина, есть страна, Республика Молдова, которая объединила всех нас в тот момент, и этот раскол был преодолен, этнополитический конфликт по существу был тоже преодолен. Конечно, есть проблемы, о них можно говорить много, и сегодня в том числе. Но так как мы накануне праздника находимся, я хотел бы все-таки, чтобы у нас праздничное настроение было, и чтобы наши люди чувствовали, что действительно 23 декабря это день образования Гагаузии, день образования нашей автономии. Мы, если сегодня, наверное, будет такая возможность говорить о тех слагаемых, из которых создана была наша автономия, но, опять же, повторюсь, это было самоопределение народа, и тот политический договор, который был достигнут между Камратом и Кишиневым, в тот год он по существу положил основу нашей сегодняшней жизни. Петр Михайлович, само внедрение этого закона в жизнь, потому что одно дело, когда его принял парламент 23 декабря 1994 года, другое дело это процесс его внедрения. Как он происходил и с какими проблемами столкнулось первое народное собрание Гагаузии? Первое народное собрание Гагаузии мы не умели писать законы. Я имею в виду весь состав, 35 депутатов, который был избран. Меня радовало то, что в основном люди патриотично настроенные пришли в тот состав. Хотя были 3 фракции тогда, но нас это не разделяло, а в главных вопросах мы всегда были едины. И первые 50 законов, которые мы приняли, это, во-первых, административно-территориальное устройство было закреплено. Мы закрепили другие вопросы, связанные с символикой Гагаузии, с органами власти, с местным публичным управлением, началась подготовка уложения, которое в 1998 году было принято. И
больше всего нас в тот период волновали гарантии того, чтобы никто в Республике Молдова не пытался менять закон, принятый в декабре 1994 года. Такие попытки были, но с помощью Конституционного суда, с помощью тех реальных сил, которые и в центре в то время были, и поддерживали мир на юге Республики Молдова, нам удавалось отбивать эти атаки на закон. К сожалению, потом это не сумели сделать наши власти, да и центр тоже, значит, изменил тактику отношения к гагаузской автономии. Сегодня мы не имеем тех гарантий, которые были тогда. Сегодня возникают проблемы, которые мы даже не предполагали, что они могут быть. Это есть полномочия, которые наделены органическим законом, и они, естественно, должны выполняться обоими сторонами. Я рад тому, что за те годы, когда мне пришлось работать и возглавлять Народное собрание, мы находили общий язык и с парламентом страны, и с президентурой, и с правительством. И тогда они не шли на конфликт. Они без того, чтобы посоветоваться с нами, ни одну статью закона не пытались даже изменить. И это удалось. Это удалось путем постоянной, кропотливой работы. Валерий Федорович, вы занимали одну из ключевых должностей государственных в Гагаузии в составе нескольких исполкомов, ни одного, который я озвучил в конце программы. Как на практике исполнительная власть внедряла и работала с законом об особо правовом статусе Гагаузии? Потому что вопрос о полномочиях Гагаузии, предусмотренных в законе, о котором мы сегодня говорим, встает все 23 года. И особых договоренностей мы не видим по сей день между Комратом и Кишиневым. Спасибо за вопрос. Спасибо за то, что пригласили. Я в первую очередь хочу поздравить всех наших жителей с наступающим праздником. На самом деле это праздник, который указывает на то, что гагаузы обрели свою родину, свое государство в Республике Молдова. И как бы оно ни было, мы должны четко понимать о том, что обретя, необходимо научиться защищать. Я могу сказать, что, будучи первым заместителем Башкана при Кройтере еще в 1999 году, это уже следующие выборы, хочу сказать спасибо тому Народному собранию, который рассмотрел и принял уложение, то есть нашу Конституцию. Это первому созыву? Да, вот этому созыву, который возглавлял господин Пашалы. И Петр Михайлович тогда, в принципе, наверное, сделали они великое дело, и эта Конституция, она работает и является основанием, основой для того, чтобы мы дальше говорили, продвигали и развивались. Но что произошло? Произошло то, что в 1994 году случилось великое событие. Два народа мирно договорились, приняли решение, и первое время, первые 4 года, это было очень близко каждому человеку, который рассматривал это с точки зрения политики, с точки зрения целесообразности, активизации каких-то телодвижений, будем называть отрицательных. Поэтому не было каких-то движений. Но когда мы уже пришли в 1999 году к власти, мы обратили внимание на то, что идет тихое такое нежелание исполнять закон об особом правовом статусе. И, наверное, большинство наших телезрителей знает о том, что тогда уже Башкан, Кройтер и команда, которая пришла, я тогда не делю на исполнительную и законодательную власть, тогда было принято решение заявить о том, что закон не работает и необходимо выработать общие точки соприкосновения и найти пути для реализации этого закона. Вы знаете, тогда я вошел в состав межпарламентской комиссии, такой же, как сегодня работает. Я понял, что есть проблема в восприятии желания гагаузов, чтобы закон исполнился. Мы тогда предложили, дальше, наверное, будет у нас разговор, мы предложили конкретные вопросы, связанные с внесением изменений в Конституцию, к сожалению, получилось то, что получилось. То есть вначале была эйфория достигнутого политического соглашения, впоследствии я убежден, что некоторые люди, которые пришли во власть в Кишиневе, они начали
размышлять, а зачем нужно было давать гагаузам вот то, что дали, поэтому они в большей степени начали тормозить исполнение закона об особом правовом статусе. И вот тут, ну, по крайней мере, в 90-е, конец 90-х, начало 2000-х годов было то, что и исполнительная власть, и законодательная власть, несмотря на коллизии, которые происходили между ними, в этом вопросе и народ Гагаузии, и депутаты всех уровней, все были едины в том плане, что собирались. Когда рассматривали вопросы взаимоотношений ветвей власти, то высказывались разные точки зрения. А что касается интересов Гагаузии, тогда четко была одна и та же позиция. И мы сегодня же наблюдаем, что вот начало вот этих конфликтных ситуаций с 1999 года по нынешнее время, но практически в те моменты, когда происходит раскол между исполнительной и законодательной властью, Кишинев очень грамотно, умело пользуется и отбирает еще все полномочия, которые ну, были. Не то, что заставляет работать закон об особом правовом статусе, наоборот, он еще снижает действенность этого закона. Это, к сожалению, к нашему, поэтому я думаю, что нам пора обратить на это большое внимание. Валерий Федорович, одним из основных положений этого закона, или, ну, может быть, не основных, но ключевых, было то, что давался срок правительству страны и парламенту для того, чтобы привести законодательную базу Республики Молдова в соответствии с законом об особом правовом статусе. Этого не произошло по сей день. Вот на ваш взгляд, почему этот вопрос не был решен и почему 23 года оказалось мало для того, чтобы привести другую законодательную базу Республики Молдова в соответствии с законом об особом правовом статусе автономии? Я абсолютно убежден в том, что когда принимался закон, вот Петр Михайлович сказал, что это органический закон, но он принимался 3/5. То есть он имеет некое отличие, да, и ясно, что, всем ясно, что это закон, который определяет политическую сущность государства, да, и в том числе территориальное его деление. Но принятый органический закон, а в Конституции идет четкое разделение, что есть органический закон, ну, короче, разделение, градация, а по законодательству тот закон, который принят впоследствии, он является главенствующим. А все последующие законы, которые рассматривались и принимались в Республике Молдова, они не учитывали закон об особом правовом статусе. И тогда политики Республики Молдова в Кишиневе, они получали юридическое какое-то право говорить о том, что ну вот тот закон был, но он был актуален на тот период времени. Поэтому они не предпринимали никаких шагов для того, чтобы изменить законодательство в части, касающейся применения закона об особом правовом статусе. Это ну, явилось основой некоторых конфликтных ситуаций. Вот я когда был в составе межпарламентской комиссии, возглавлял ее Царство Небесное господин Мишин, он четко обозначил ситуацию, что господа представители гагаузской части, мы говорим абсолютно убежденно в том, что мы внесем в Конституцию следующую главу, которая будет говорить о том, что в Республике Молдова принимаются еще и специальные органические законы, которые регламентируют деятельность законов об особом правовом статусе. В том виде, как они предполагали, они имели в виду и Приднестровье, и Гагаузию. Этого, к сожалению, когда мы настаивали на том, что эти вопросы были решены, вы же знаете, чем это закончилось. Закончилось тем, что был государственный переворот здесь, и Кройтор ушел. После этого заменили всю эту комиссию и приняли то, что им нужно было, а не то, что мы оговаривали и принимали как совместное решение. Ну, наверное, мы еще о комиссии будем говорить, и я выскажу свое впечатление. То есть закон не работал по той простой причине, что не были четко очерчены все полномочия в Конституции. Вот как председатель Народного собрания Петр Михайлович четко понимает о том, что в Республике Молдова действует Конституция Республики Молдова. Статья 70, кажется, я не могу сейчас, если ошибаюсь, меня поправят, которая гласит, что единственным законодательным органом Республики Молдова является парламент Республики Молдова. Нет там Народного собрания. Мы говорили, включите и для автономии Гагаузии Народное собрание Гагаузии. Нету этого, то получается так, что и суды не принимают, говорят, да ваши законы, они противоречат Конституции. То есть были заложены ряд маленьких бомбочек таких, которые, ну, когда к которым приближаешься, они взрываются и не позволяют
идти вперед. Я думаю, что вот сегодня перед данной комиссией, которая работает, наверное, стоит еще и эта задача внести вот эти изменения для того, чтобы они не нарушали правильное течение жизни. Петр Михайлович, уложение Гагаузии, которое было принято первым созывом Народного собрания Гагаузии, были ли проблемы с Кишиневым при принятии этого закона? Потому что для Гагаузии не является основным. В то же время как бы есть определенное сравнение. Наверное, как бы в Кишиневе не очень нравилось, что в Гагаузии есть появляется свой основной закон. Ну, конечно. И на ваш взгляд, почему произошло так, что приняв закон об особо правовом статусе, и, казалось бы, есть поддержка международного сообщества, начиная с момента образования Гагаузской автономии по сей день, почему положения этого закона не нашли отражения в Конституции Республики Молдова? Дело в том, что мы, когда готовили уложение, мы взяли совершенно другую тактику работы с центром. Вот то, что сегодня делает эта межпарламентская комиссия, это результат будет нулевой. Значит, нас тоже склоняли к тому, что давайте будем совместную рабочую группу создадим по подготовке уложения. Я сказал, и мы все, мои коллеги, члены президиума тогда сказали, а зачем нам создавать совместную комиссию? Это же наше уложение, это наш основной закон. Вы какое отношение к нему имеете? Вы есть закон об особом правовом статусе, который вы приняли? Все, там прописано, что уложение принимает Народное собрание. Вот мы и должны его готовить. Это, конечно, не понравилось некоторым парламентариям. Матей, помню, приезжал, уговаривал нас, другие депутаты приезжали, руководители парламента. Зачем вам это нужно, не стоит, значит, тратить время и так дальше. Тогда мы взяли, опять изменили тактику, и мы взяли себе в помощь международные организации. Совет Европы, Конгресс местных региональных властей, Венецианскую комиссию и Ассоциацию американских адвокатов. Кроме того, у нас в то время была хорошая группа юристов наших здесь, молдавских, которые тоже нам помогали разрабатывать те или иные положения. Между прочим, и в Минюсте мы нашли тогда поддержку в лице некоторых специалистов, которые симпатизировали Гагаузии и по существу помогали нам. То есть мы подготовили этот документ и публиковали, и принимали его в 3 чтениях, согласовывая каждый раздел с международными инстанциями. Мы хотели, чтобы этот документ соответствовал международной практике. Мы взяли за базу американский тип конституции. И это, скажем так, немножко умерило пыл некоторых наших парламентариев, противников наших, оппонентов. Очень здорово нам помогли в Совете Европы, значит, турецкие депутаты, которые в Европарламенте работали тогда, и российские депутаты тоже подставили плечо. Ну а когда уже у нас был готов и принят в первом чтении проект уложения, мы полностью доверили работу Венецианской комиссии, и она нам помогла довести эту работу до логического завершения. Когда уже мы сидели в Венеции и обсуждали последние штрихи уложения Гагаузии, и нам подсказывали, как надо делать, уже Кишинев ничего не смог сделать. Госпожа Горя Костин тогда сидела за общим столом, она сказала, что, значит, они принимают свой закон, по которому будут жить. И мы его приняли. Естественно, сопротивление было на всех уровнях, но мы упорно шли вперед и, значит, свой закон приняли, добивались своих целей и находили поддержку в этом. Если каждый раз затягивать, вот как сейчас работает эта комиссия с этими 3 законами, это будет длиться десятилетиями без толку. Когда примут эти законы, они уже не будут нужны. Потому что законы же не делаются ради законов, законы делаются для людей. Мы не должны ни на минуту об этом забывать. Мы должны всегда, обсуждая тот или иной вопрос, а как это завтра отразится на, значит, жизни людей, а как это создаст вот эти гарантии, о которых мы говорим. Да, людям нужны гарантии того, что он будет жить на своей земле, будет трудиться, будет воспитывать своих детей, будет их обучать. Вот это самое главное.
Петр Михайлович, вторая часть моего вопроса. Почему, на ваш взгляд, статус Гагаузии не был закреплен в Конституции страны? Вот Валерий Федорович говорил об этом, что и была и попытка, вроде бы был бы и диалог, а итог получилось как... Нет, Хотели он как закреплен лучше, был. получилось как В статье всегда. 111 и 110 было сказано, до внесения изменений в 2003 году, было сказано, что автономии могут быть в Республике Молдова. А сейчас, после того, как внесли, значит, есть факт того, что на территории Республики Молдова действует гагаузская автономия, и у нее есть соответствующие представительные органы власти, исполнительные органы власти, но там нет вот той четвертого пункта статьи 1 о том, что, значит, в случае потери Молдовой своего статуса как независимого государства, значит, народ Гагаузии имеет право на самоопределение. Вот это не внесли, а это основополагающий, скажем так, момент. И нет второго о том, что наш закон должен иметь статус специального закона. Вот если бы вот эти две вещи были бы, это были бы две такие сильные гарантии дальнейшего взаимоотношения благотворного нашего с центром. И от этого и пошли потом, как Валерий Федорович сказал очень правильно, принимались другие органические законы, которые отменяли наш основной закон. Слава Богу, что у нас есть уложение. Вот если бы наши и исполнительская власть, и Башкан, и законодательная власть, видя, что вымываются основы того закона, работали бы по уложению, тогда у нас и ситуация была бы другой. Валерий Федорович, если вернуться в историю, то есть во времена до принятия закона об особом правовом статусе, вот какова была роль турецкой стороны? Потому что сегодня есть мнение о том, что господин Демирель, 9-й президент Турции, сыграл одну из решающих ролей в том, что был принят закон об особом правовом статусе. Какова роль была турецкой стороны? Ну, на тот период я думаю, что для решения вопроса о признании, что есть народ Гагаузии, это очень важный элемент. Сколько споров было, народ это ли этническая группа или национальная, чего только не выдумывали для того, чтобы не назвать народом. Вплоть до оскорблений. Да, мы не будем сейчас возвращаться, но да, правильно, были и оскорбления, и все. То есть для того, чтобы признали в качестве народа, это серьезную роль сыграла турецкая составляющая, да. И второй элемент, помните выражение, что Гагаузия является мостом между Турцией и Молдовой, поэтому будьте добры, считайтесь с этим народом. И Демирель сыграл основополагающую роль, как личность, довольно уважаемая во всем политическом мире, вот, который настоял на том, они встречались и с Лучинским, и в период этих встреч со Снегуром. И вот в период этих встреч было выработано решение о том, что лучше принять вот этот закон и исключить какие-либо силовые действия, так как мы понимаем, что любая война заканчивается миром. И мы же понимаем, как принимался закон. Те люди, которые были в тот период времени, тот Снегур вынужден был или обязан был выступить и сказать, если вы не примете этот закон, и введу в действие своим указом. Да, своим указом. То есть вы же понимаете, какие жесткие были требования. И он не просто от себя, он понимал, что если на самом деле этот закон не будет принят, то могут быть другие последствия. В том числе, и я думаю, что и турецкая сторона по-другому бы отнеслась к самой Молдове. Поэтому я считаю, что турецкая сторона сыграла очень большую роль в этом. Но вы, не буду льстить, и, может быть, будет нескромно с моей стороны, но вы человек, который в государственном управлении не один год. Какие могли быть рычаги для того, чтобы заставить главу молдавского государства, где они считают, что есть районы, где есть сепаратистские движения, и здесь была же провозглашена Гагаузская республика, чтобы он выступил с трибуны государственной и говорил о том, что он готов взять на себя ответственность, и в случае, если парламент не примет решение, то вести своим действием. Что могло послужить стимулом для того, чтобы мнение главы государства было таким? Ну, вы же знаете, что была война в Приднестровье.
И я думаю, что основным элементом, который позволил ему сделать такие выводы, это желание не допустить еще одну кровоточащую рану в Республике Молдова. Я думаю, что это был основной аргумент. И считаю, что несмотря на некоторые моменты, которые я оценивал деятельность господина Снегура в качестве президента не столь положительно, но в этой части снимаю шляпу перед этим человеком, который пересилил и страх, потому что там был страх, там было не только это мнение. И этот человек принял это решение. То есть, если сегодня... Я добавлю, если позволите. В 1995 году в Страсбурге подняли флаг о признании Молдовы как члена Совета Европы. Молдова первой из всех 15 республик бывшего Советского Союза вступила в Совет Европы. А мы вступили вместе с Албанией. Я был на площади перед зданием Европарламента в Страсбурге в тот момент, когда поднимали этот флаг, и все европейские руководители говорили в один голос, что мы признаем первой из всех 15 республик в качестве члена Совета Европы Молдовы только лишь потому, что она решила мирным способом гагаузский вопрос. Для Молдовы, для молодой страны важно было утвердить себя не только в Организации Объединенных Наций, но и в Совете Европы, в других авторитетных международных организациях. И ей нужен был козырь, которым этот вопрос продвигался бы активнее. Никто не хочет иметь в центре Европы, как сказал Валерий Федорович, кровоточащую рану. Еще одну. Хватит, и сколько в мире тогда было, хватит, сколько и сейчас. Поэтому для любой страны, а такая небольшая страна, как наша, она, естественно, решая такие вопросы мирным путем, свой имидж поднимала на должный уровень. Но вот вопрос к вам обоим. Ну, наверное, не совсем хорошо будет проводить аналогию с ситуацией в Приднестровье и Гагаузии. Все-таки в Приднестровье имело место быть и военные действия, поэтому ситуации в принципе разные. Но решение вопроса мирным путем произошло почему? Потому что только лишь президент страны боялся еще одного военного конфликта. И какова роль была в это время гагаузской стороны или лидеров, которые стояли во главе самопровозглашенной Гагаузской республики? Я могу... Да, пожалуйста. Я могу высказаться таким образом. Понимаете, народы с обеих сторон на тот период, на 94 год, когда принимался этот закон, ни одна сторона, активная политическая сторона, ни одна, ни другая не захотела принять. Почему? Потому что в Кишиневе было сказано, вы предали интересы Молдовы, в Гагаузии было сказано, вы предали интересы Гагаузской республики. Понимаете? И те люди, которые рассматривали этот вопрос, они взяли на себя очень большую ответственность, несмотря на вот эту позицию, принять то решение, которое, я думаю, правильное решение, да, однозначно, и для Молдовы в целом, и для Гагаузии. Почему? Потому что испокон веков это два мудрых народа, как гагаузский, так и молдавский. И эти народы, они жили вместе, ну 200 лет, по крайней мере, последние жили вместе, и там не было желания воевать друг с другом. Почему мы всегда говорим, что закон об особом правовом статусе – это закон двух мудрых народов, молдавского и гагаузского, которые своих лидеров в какой-то части просто приостановили. Мы четко должны сегодня понимать в историческом мире, где мы сейчас живем, что Гагаузии, гагаузам иметь государство в составе Республики Молдова намного комфортнее, намного удобнее, чем провозглашать независимость. Потому что есть ряд вопросов, которые приведут к тому, что возникнут конфликты как внутри, так и между границами. Здесь есть еще наш народ живет еще и на Украине, поэтому эти вопросы и тогда еще люди понимали. И вот я думаю, что кроме желания Снегура, это было желание двух народов, и Снегур, будучи
мудрым политиком, видимо, партии коммунистической, он тоже как бы прошел этапы жизни. Он увидел эти чаяния людей. Увидел, что народы не хотят драться, не хотят войны. К сожалению, один элемент был, а другой. И я думаю, что вот народы надавили на президента своей аурой, своей энергетикой, и он сделал то, что сделал. Я добавлю лишь к тому, что сказал очень верно Валерий Федорович. Очень важную роль сыграл Топал Степан Михайлович. Михаил Васильевич Киндигелян и те люди, которые вокруг них были в то время. Все они пользовались действительно всенародной поддержкой, и глядя, как проходят сегодня митинги здесь, в Камрате, ну, смешно становится. Значит, тогда, если проходила информация о том, что надо собраться и поддержать тот или иной законопроект или поддержать ту или иную инициативу, эта площадь была всегда полная. Залы не брали, не вмещали людей. Дом культуры, кинотеатр, 800 человек, там 1000, 1500 собирались. И вот этих людей мобилизовывали наши местные лидеры. Они тогда были в авторитете, и они могли говорить смело, с поднятой головой, с Кишиневым, с тем же Снегуром и с Лучинским и так дальше. Кишинев не мог не считаться с мнением. Это было не мнение одного там Топола, Киндигеляна или Маруневич. Это было мнение простых людей, которые здесь, на этой территории, живут. Мы тогда, вот я был членом Верховного Совета Гагаузской Республики, депутатом был, нам приходилось бороться за эти решения. Понимаете, значит, и постоянно 12 ноября 1989 года, 19 августа 1990 года. Потом за ними последовал переговорный процесс, но жизнь шла, и принимались законы, принимались решения. Иногда, может быть, спотыкались, но они все были направлены на то, чтобы здесь полнокровная жизнь ощущалась. Любая идея, она способна выжить, если за нее борются. А тогда была борьба. Тогда была борьба, и слава богу, мирная и умелая. По ряду позиций это была умелая, такая бесконфликтная борьба. И в конечном итоге, значит, с нами вынуждены были считаться. Мы сейчас эти позиции несколько сдали. Но, безусловно, что решение парламента о том, что принять закон в 1994 году, было решением гагаузского вопроса. Но если сейчас уже вот оставить позади историю, а поговорить о современной Гагаузии, о том, к чему привел этот закон об особом правовом статусе, и состоялась ли гагаузская автономия. Потому что, Валерий Федорович, вы сказали, что Гагаузия имеет государственность. Имеют ли они государственность, это тоже большой вопрос, потому что Республика Молдова все же является унитарным государством согласно Конституции. Поэтому, как бы, чтобы ваши заявления тоже не были расценены сейчас как сепаратистские. Но, пусть оценивает кто как хочет. Я высказываю то, что я знаю, то, что ощущаю внутри. К чему пришла Гагаузия и что принес этот закон вот спустя 23 года? И та идея, которая закладывалась в законе в 1994 году, была ли она реализована и имеет ли она сегодня результат? Пожалуйста, Валерий Федорович. Ну, я могу ответить таким образом. Вы понимаете, никакого разочарования в том, что закон был принят, и в том, что он действует, и в том, что гагаузы получили свою родину, у меня нет. И родина эта называется Гагаузьери. Bizim toprağımız, bizim yerimiz. Nerede ana baba yaşadı, geçindiler de gittiler, bıraktılar bize onu. Так вот, несмотря на то, как другие расценивают, я абсолютно твердо убежден в том, что Гагаузьери – это государство народа гагаузского, и любой человек, который живет за пределами этого государства, имеет возможность сказать: поеду-ка я на родину, посмотрю, что там делают мои друзья. Поэтому с этой точки зрения ответ такой. Второе. Достигнуто ли вот то желаемое, которое было изначально выкристаллизовано в той борьбе, о которой говорил Петр Михайлович?
Вы знаете, невозможно достичь, потому что если ты чего-то достиг, то уже дальше как бы неинтересно жить, нечего делать. Невозможно достичь всего. Я могу сказать, что с одной стороны есть очень много положительного. Это то, что народ сам по себе заявил, бисварес, мы есть. Другие народы через какой-то промежуток времени посмотрели и сказали, действительно они есть. Это очень важно. Когда есть, когда тебя замечают, когда тебя видят, то учитывает или создают тебе проблемы, учитывает твои интересы или создают тебе проблемы. То есть ты начинаешь жить. Наверное, с этой точки зрения очень много достигнуто. Не достигнуты вопросы, связанные с языком обучения в школах. Наверное, пришло время, по крайней мере, начинать какие-то школы переводить только на гагаузский язык. Ну, с учетом, то есть все предметы, с учетом того, что будут и другие языки, потому что мы не можем наших детей остановить во взаимоотношениях с другим миром. Более того, я вот вижу, смотрел я закон об образовании, мы готовили, там была идея другая. Сегодня там его вот и отменили, я не понимаю, ну как бы я прекрасно понимаю, что происходит, да, но в данной ситуации, наверное, многим непонятно, с какой стати законодатель сегодня отменяет, то есть судебные суды отменяют закон, который касается именно нас по уложению. Поэтому я пришел к такому выводу, вы понимаете, независимо от того, кто в Республике Молдова у власти, коммунисты они были, да, социалисты, большинство, 99% отдали голосов там, Додону и партии социалистов, демократы или либералы. Независимо от того, кто приходит к власти, они всегда пытаются урезать полномочия Гагаузии. Поэтому вот тут-то и возникает вопрос о том, что а как же нам быть? А нам просто нужно сегодня не ориентироваться на партии, а просто собраться и отстаивать свои интересы. И тогда, я думаю, и по языку у нас получится. В экономике, скорее всего, то, что открылись границы, это сыграло, может быть, и не такую положительную роль для Гагаузии, потому что у нас, я всегда говорю, что в Гагаузии рождаются одни генералы, войска всем не хватает. То есть вы обратите внимание, наши люди, они личность. Родился, он, во-первых, целеустремленно двигается к своим целям, и в данной ситуации у него появилась другая возможность. Выехать за границу, получить еще серьезное образование и вложиться там, и, может быть, даже остаться. Хотя это придет время, я думаю, что корни их потянут на родину, и через, может быть, десяток лет они вернутся и поднимут Гагаузию уже на другую ступень развития. Я думаю, что много получилось, есть над чем работать. Главное, чтобы люди, которые находятся у власти, сами поняли, а для чего они к власти пришли и что они должны делать. К сожалению, я сегодня пока этого не замечаю. Петр Михайлович, ну, если хотите вот по этому вопросу... Да, только один штрих. Мне понравилась мысль, которую высказал Валерий Федорович. Да, наш народ обрел родину, и мы обрели еще одно. Мы обрели, вот как в том фильме «Офицеры», мы обрели новую профессию родину защищать. Да. Вот каждый понимает это по-своему, живущий в Гагаузии. Вот если бы мы все, знали бы, что я должен делать в тот момент, когда Родина в опасности, мы бы по-другому жили. Конечно, мы должны, годы идут, и мы ни в коем случае не должны сдавать полномочия. Если у нас что-то забрали, мы должны за него бороться, чтобы вернуть. Параллельно с этим мы должны активнее реализовывать закон об особом правовом статусе Гагаузии, потому что там еще очень много нереализованного. А это зависит только от нас. У меня будет еще один вопрос к вам обоим. Власти Гагаузии сформированы на основании закона об особом правовом статусе Гагаузии. То есть Башкан избирается
принципе, это прописано в этом законе. Избрание Народного собрания прописано в законе об особо правом статусе. И Уложение более подробно об этом. Уложение уже более подробно. Но получается, что не только согласно уложению, но в том числе и согласно закону об особо правом статусе, то есть одними из гарантов реализации этого закона являются в том числе власти, сформированные согласно этого закона. На протяжении этих 23 лет смогли ли стать люди, которые были у власти в Гагаузии, гарантами внедрения этого закона? Это должен говорить народ. Но сперва... Мы с Валерием Федоровичем представляли как раз те ветви власти, Но я которые... думаю, что вам тоже есть что сказать по этому поводу. Знаете, каждый человек, каждая личность... Но если положа руку на сердце, Мне сказать правду... не стыдно. Мне не стыдно. Лично мне не стыдно, потому что у нас... Лавка с наром, да. Никто не услышит. Нам был дан карт-бланш. С одной стороны, нам был принят хороший закон, и первые 4-5 лет его не трогали, хотя попытки укусить были, но, значит, видимо, нам дали какой-то период для адаптации. И мы воспользовались этим периодом, мы воспользовались вот этим шансом и приняли основной закон. Приняли первые законы и очертили Гагаузию как таковую. Но мы живем в Республике Молдова. Об этом мы не должны забывать ни днем, ни ночью, потому что нельзя построить в отдельно взятой Гагаузии коммунизм, если в Республике Молдова будет плохо. Это первое. Мы часть страны, соответственно, мы должны стараться сделать эту часть лучшей, чтобы другим был у кого брать пример. Но, к сожалению, в Кишиневе это не всегда понимают. Меняются власти, и если в первое время они, центр, я имею в виду, отпускали вожжи и пусть избирают, кого они хотят, сейчас они вмешиваются. Мы это наблюдаем. И вмешиваются активно. Поэтому старается уже менять структуру власти таким образом, которая была бы выгодна центру. Мне понравилось, как вчерашние выборы прошли в Каталонии. Значит, люди проголосовали за парламент. Первое место дали партии, которая за единую страну, а второе и третье место взяло большинство, которое за независимость Каталонии. Кто победит? Отгадайте с 3 раз. Я думаю, что, естественно, победят силы, которые за независимость. Но в любом случае эти вопросы, как сказал Валерий Федорович, решаются за столом переговоров, а не с помощью автомата Калашникова. Нам хочется, чтобы у нас был мир, чтобы мы работали совместно с центром рука об руку, и чтобы нас понимали. Но нас никогда не будут понимать, если мы будем все время просить. Мы не должны просить. Валерий Федорович, удалось ли стать гарантами? Значит, не знаю, защитить. Вы задали вопрос, удалось ли защитить. Я задал вопрос, удалось ли властям Гагаузии стать гарантами внедрения закона об особо правом статусе. Значит, смотрите, что происходит. Народ избирает ветви власти, и потом потихонечку идет и работает. У него есть свои обязательства, и ему в данной ситуации даже нет смысла идти и проверять, чем ты там занимаешься. Да, мы тебя избрали в власть, и будь добр, выполняй обязательства. И одно из обязательств — быть гарантом того, что никто не придет в мой дом и не будет забирать то, что у меня есть. То есть гарантом безопасности как структуры, так и государственности. Я говорил перед этим, что Гагаузия — это государство. Удалось ли? А скажите, пожалуйста, если бы не удалось, была бы автономия вообще на сегодняшний день? Зная то, что центр вообще не хочет об этом даже слышать. Они 23 года не хотят. Да. Поэтому я могу сказать, удалось. Как? А что произошло во время референдума? Разве Гагаузия не доказала, что она четко следует своим интересам, то есть интересам своего народа? Вы говорите о референдуме 2014 года, февральском референдуме, так, чтобы было понятно. Да, референдум, который говорит о том, что вектор развития консультативный, да, но ветви власти Гагаузии вышли к своему народу и спросили: вы нас избрали, вы нас обязали защищать, вот ситуация такова, какая есть. Скажите еще раз. Да, но мы не постеснялись выйти к людям, понимая, что сами уже, видите ли, не можем защитить. Мы обратились к людям, люди подтвердили. То есть я считаю, что нам удалось.
Вопрос заключается в том, что когда идет четкое такое силовое давление на нас, мы мобилизуемся, собираемся. И центр это понял. Он дал нам возможность разбираться между собой. Тогда не пойму, как получилось так, что Гагаузия за 23 года утеряла даже те полномочия, которые были утверждены в законе. Она начала терять последние несколько лет. Да, вот давайте будем объективны. Вот я как раз то, о чем я сказал. То есть центр понял, что если будут давления на лидеров и на саму Гагаузию, решение не будет найдено. Потому что эти ребята собираются, волю в кулак и начинают противодействовать. Теперь центр обозначил свою, на мой взгляд, они поступают, на их взгляд, нормально, грамотно. В каком смысле? В том, что они оставили нас разбираться между собой. И говорят, ребята, да вы же не умеете управлять. А тут одновременно потихонечку там забирают, здесь забирают. Я уже сейчас провожу некоторые работы, связанные с подготовкой нескольких программ, энергоэффективность, канализация, дороги. И уже проводя исследования для того, чтобы принять программу, я вижу, что в принципе система образования Вулканевская больница отходится к Кагулу, отойдет. То есть готовятся реформы, о которых даже не знает никто. И вот тут стоит вопрос. Те люди, которые избрали, которые должны заниматься этим вопросом, они должны на дальних подступах уже знать, что будет завтра, какой механизм, какое готовится новое административно-территориальное устройство Республики Молдова. А где роль и место нас там? Не придет ли один день, когда мы проснемся и не поймем, а есть мы или нет? То есть вот в этой части я думаю, что власти должны собраться вместе и наконец-то принять решение. Ребят, пока мы тут деремся, завтра там придет день, когда вообще некому будет драться. Нас не будет. Пучдемон ушел, да, сбежал в Испанию, да, то есть в Брюссель. Вот. А нам некуда бежать. Вот он, последнее место, где мы можем еще быть. Так какой выход из этой ситуации? Очень внимательно относиться к тому, кого мы избираем. Да. И тут уже Значит, еще и вопросы, надо связанные избирать с компетентных защитой. людей. Это ответ на ваш вопрос о том, что являются ли гарантиями. Нет, не являются. Гарантами люди, которых мы избираем в разные исторические отрезки времени. Это когда была советская школа кадровая, был выбор. Сейчас наше поколение ушло или уходит, приходят на смену более молодые ребята, которые не прошли той школы, которая была у нас. Это надо признать. Сейчас очень много умных, талантливых ребят есть, но они разбежались. Вот важно действующей сегодняшней власти собирать их, наших доморощенных, не варягов откуда-то, а здесь родившихся, выросших и почувствовавших вкус этой земли. Вот они должны управлять Гагаузией. Тогда будут гарантии больше. Ну, в завершении программы, что бы вы хотели пожелать властям и народу Гагаузии? Ну, может быть, и политикам Молдовы. Валерий Федорович. Вы знаете, я кратко скажу, уважать себя и властям, и политикам Молдовы, и народу Гагаузии. Потому что ты, когда начинаешь уважать себя и эту землю, на которой ты родился и живешь, то ты начинаешь искать пути для совместного жительства. Потому что здесь-то ты не один, а мы живем в молдавском государстве. Вот. Что касается механизмов, есть эти механизмы. Просто нужно, вот Петр Михайлович говорил о том, что при принятии уложения просто собрались люди и посмотрели, каким образом нам решить проблему, достичь цели, а не каким образом поднять ветер для того, чтобы поднять рейтинг партии там, или еще кого-то. Вот мне кажется, вот второе, первое, уважать себя, второе, четко определить план, стратегию, шаги для того, чтобы отстоять самое главное, Республику Молдова, в которой нам комфортно, в Гагаузии, потому что сейчас еще и другие процессы. Те, которые были в 90-х годах,
унионизм, да, а сейчас он тихонечко подбирается опять к нам. Поэтому с этой точки зрения для нас очень важная составляющая отстоять молдавское государство, где мы будем чувствовать себя более защищенными, чем если ветер будет гулять по всем нашим территориям, и непонятно кто и какие религиозные или личностные мотивы будут иметь при влиянии на наш народ. Поэтому вот эти два, наверное, элемента считаю важными. Петр Михайлович. Я благодарю вас за то, что вы нас пригласили на эту программу. Я хочу сказать на гагаузском языке. Пожалуйста. Pahalı bizim vatandaşlarımız. Ben kutlarım bizim halkımızı, hepsimizi Gagauziya'nın doğuma gününden. Allah versin sağlık, anlaşmak bizim aramızda. Da bizim Gagauziya ta 23-25 yıl yaşasın. İleri doğru da bizim uşaklar, bizim nepotlarımız sevinsinler. Hani onlar duyarlar Gagauziya'da, da onların anaları, babaları burada, dedeleri burada yaşayarlar, ili yaşadılar ne zamanıydı. Da bizim aramızda olsun yaşamak, anlaşmak her bir halklarla, Moldovanlarla da, Bulgarlarla da, Ruslarla, Ukraynaslarla, başka halklarla. O zaman ne olacak anlaşmak, o zaman olacak iyi yaşamak da. Bu laflarla isterdim bitirme. Я благодарю вас за то, что вы приняли наше приглашение. Присоединяюсь к тем теплым словам, которые вы адресовали жителям Гагаузии. И поздравляю с праздником, со днем обретения гагаузами своей государственности. Ну и поздравляю от коллектива нашего портала и вас, потому что вы люди, которые внесли немалый вклад в развитие и становление гагаузской автономии, в том числе и в реализацию закона об особо правовом статусе Гагаузии. Напомню вам, что вы смотрели программу Freedom Live. Сегодня мы говорили о 23-летии закона об особо правовом статусе гагаузской автономии. Я с вами прощаюсь. Вы смотрели нас на информационном портале Гагаuz Медиа, слушали нас на волнах Просто Радио. Подписывайтесь на Гагаuz Медиа в социальных сетях. Оставайтесь с нами.